Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня мы находимся в очередном селении, которое является наследием Дагестана. А это селение Кумух. Часто мы все знаем и слышали о мечети в Дербенте, которая является первой построенной в Дагестане, на Кавказе. Однако многие не знают о той мечети, практически которая равна по возрасту Дербентской мечети, а это мечеть селения Кумух, которой 1240 лет. И это не просто наследие Дагестана и наследие Кавказа, а это также является наследием ислама. И самое что удивительное, эта мечеть сегодня, по сегодняшний день функционирует полностью, полноценно. Производится молитва, производится азан и пятничная молитва. Так что, кто еще не знает, приезжайте в это очень красивое, прекрасное селение Кумух, посетите одну из старых мечетей Кавказа и Дагестана. И я вам скажу так еще. Наши праведные предшественники, первые мусульмане, которые посещали какие-либо селения и города, они всегда хотели совершать мечети, которые больше лет. И это мечеть номер 2, наследие ислама, Кавказа и Дагестана. Посещайте и поклоняйтесь Аллаху. Мы подошли к двери мечети Гази Кумух, которая является историческим наследием Дагестана, Кавказа и ислама, которой 1240 лет. Пройдем внутрь, она снутри еще красивее, чем снаружи. Если мы обратим внимание, как только заходим, что это идентичное строение мечети Дербентской. Точно такие же арки. Также видно, что это старая постройка, высокая. Но что ее отличает от Дербентской мечети, то что она просто в отличном состоянии. Она функционирует, за ней следят, ее реставрируют. Здесь поклоняются Всевышнему. Субханаллах, такой старой мечети в таком отличном состоянии я просто еще не видел. И это происходит не где-то в Саудовской Аравии, а это здесь у нас в Дагестане, в селении Гази Кумух. Здесь также мы видим, что сделана выемка в сторону киблы, где стоит имам. Как мне объяснили, еще здесь у нас идут такие вот ниши с этой стороны и с той стороны. Для чего? Для того, чтобы в первом ряду стояли полководцы, которые защищают правителя, халифа, имама, который стоит. Почему? Потому что были раньше покушения, подобно тому, как на Усмана ибн Аффана. И мечети начали строить, чтобы была защита имамам. А вот если мы посмотрим наверх, мы обратим внимание, что тоже специально выделялось место для охраны, где могли молиться правители. С одной стороны и с другой стороны. Такой именно постройки в Дербентской мечети вы не увидите. Да не только в Дербенске, в любую мечеть в Дагестане, в которую бы вы заехали, в таком виде вы ее не увидите, кроме как селения Кумух. Раньше они называли Гази Кумух, сегодня оно называется Кумух. Так что, если вы хотите увидеть по-настоящему историческое наследие Дагестана, Кавказа и ислама, вам срочно надо посетить селение Кумух. О красоте, которая здесь происходит вокруг этого селения и в самом нем, тут даже нет у меня слов. Приедете, увидите сами. Кумух, мечеть, историческое наследие ислама и Дагестана.